Эта ситуация, к сожалению, еще долго будет ранить таджиков. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В боях в Украине погиб таджикский ученый Бижан Шарофов, уроженец Таджикистана, сотрудник Академии наук Украины. Пропал в боях за Изюм в апреле 2022 года. Информацию о гибели Шарофова подтвердили власти Украины и Таджикистана. 34-летний Бижан Шарофов был гражданином Украины и до российского вторжения работал в Академии наук страны. Друзья Бижана написали в соцсетях, что после начала войны ученый встал на защиту Украины. Высокопоставленный украинский дипломат Александр Шерба написал на своей фейсбуковой странице 9 февраля, что Бижан Шарофов несколько месяцев считался пропавшим, и его личность была установлена с помощью ДНК. Дипломат назвал Бижана Шарофова борцом, ученым и патриотом. Украинские коллеги-таджикистанцы написали, что Бижан был выдающимся ученым-биологом, кандидатом наук. Он одновременно работал в Академии наук, преподавал в одном из местных вузов. Бижан Шарофов, по словам друзей, пропал в апреле 2022 года в боях за город Изюм. Сам ученый регулярно писал в соцсетях о ситуации на фронте. Последняя информация, опубликованная на его фейсбуковой странице в апреле прошлого года, Бижан Шарофов пишет, что научился управлять боевой машиной. Бижан Шарофов был бойцом батальона «Айдар». Один из таджикских дипломатов, который предпочел остаться неназванным, подтвердил гибель Бижана Шарофова, отметив, что он был гражданином Украины. Украинские власти передали тело Шарофова его родным, добавил дипломат. Сколько граждан Таджикистана участвуют в боях на стороне Украины, неизвестно. Ранее СМИ писали о гибели в Украине десятков таджикистанцев, военнослужащих российской армии. Как вы относитесь к той ситуации, что наши соотечественники участвуют в этом конфликте и погибают в очень большом достаточно количестве? И хорошо, когда с одной стороны человек пошел добровольно, это было его решение, и он его взвесил и нес ответственность за него, а не когда человек, который все считали находится в тюрьме или учится в институте в России, оказался на линии фронта. Непонятно, каким образом, кто его вывел, кто давал на это разрешение, согласие и тому подобное. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и к тому, что творится достаточно мутная ситуация, что родственники даже не знают, где находятся их сыновья, дяди и тому подобное, а потом их тела привозят в Таджикистан? Как вы думаете, стоит ли вообще нашим согражданам в этом участвовать и странам это как-то комментировать или же помогать, предотвращать и тому подобное? Возможно, это должны делать консульства стран, например, для граждан, которые не особо хотят это делать и ехать в чужую страну воевать или же вступать за нее. Свое мнение по поводу всего этого, возможно, вы знаете какие-то истории, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.